Во Владикавказе состоялась премьера мюзикла «Симт Нартов». Художественный руководитель Владислав Санакоев через творчество попытался показать обычаи своего народа и представить воочию уклад жизни предков. В постановке приняло участие около сотни танцоров и музыкантов. Интересные декорации и костюмы с первых минут покорили зрителей. Для участия в постановке были приглашены разные творческие коллективы. Немалых трудов стоило хореографам и актерам воссоздать исторические образы и сюжеты. Роль Дзерасы исполнила талантливая Жанна Базаева. В день премьеры ей было присвоено звание народной артистки Республики Северная Осетия Алания. В планах у художественного руководителя мюзикла не останавливаться на достигнутом и показывать больше новых и нестандартных постановок. Когда мы смотрим современное искусство, да, и часто не понимаем, что это такое, и всегда есть самовыражение того или иного творческого человека, как он видит, как он читает, допустим, да, вот эти, тот же нартский эпос, как его представление и представление этого коллектива. Поэтому то, что наша молодежь пытается что-то искать новое и пытается сделать то, чего раньше не было, это, конечно, радует. Республиканский дворец детского творчества отметил свой юбилей. 40 лет назад он появился по инициативе Белара Кабалоева. Поздравить дворец с юбилеем пришли бывшие воспитанники. Здесь получили путевку в жизнь политики, известные деятели культуры, спортсмены. От имени главы республики вице-премьер Рустем Келексаев вручил благодарственное письмо директору учреждения Анне Гучмазовой. Во Дворце творчества сегодня работают 5 отделов, кружки переполнены, и каждый год на запись выстраиваются длинные очереди. Ежегодно тут получают дополнительное образование 4000 детишек. Волей-неволей подвели итоги немножечко за эти 40 лет. И оказалось, что мы сохранили все то хорошее, что мы нарабатывали. Раз. Второе, мы все время шли в ногу с жизнью. Вот начинаются новые веяния какие-то, у детей новые потребности к организации кружков, мы это делаем. Так у нас родились бальные танцы, современные танцы, шахматы, большие, малые, осетинские шашки. В Осетинском театре официально закрывается очередной сезон. В преддверии заключительного спектакля с журналистами пообщался художественный руководитель театра Казбек Губиев. Уходящий сезон был насыщенным. На суд зрителей был представлен ряд премьер, среди которых игроки, учитель танцев и детские постановки «Теремок» и «Зимняя сказка». Руководство театра также отметило зародившуюся традицию привлечения студентов колледжа искусств для участия в спектаклях. Следующий сезон для Осетинского театра станет юбилейным. Он отметит 80 лет. В первую очередь, что я хочу поблагодарить всех зрителей, которые к нам приходят, которые нас любят и которые внимательно и трепетно ждут каждый новый спектакль. Это очень радует. Очень радует, что к нам пошла молодежь. Очень радует, что к нам пришли маленькие дети. Каждое воскресенье у нас бывают детские спектакли. Это был, наверное, самый незабываемый момент, один из моих моментов в жизни, когда маленькая девочка, кудрявая, такая красивая маленькая девочка, стояла и плакала, и кричала: «Мама, я еще хочу». Вот ради таких детей и существует театр. Ради наших детей и есть театр. Во Владикавказе прошел конкурс «Лучший водитель автобуса-2014». Участие в профессиональном турнире приняли 15 человек из разных районов Северной Осетии. Им предстояло пройти 2 этапа – теоретический и практический. Конкурсанты сдали экзамен по вождению, а также продемонстрировали знания правил дорожного движения. Победители представят республику на всероссийском этапе соревнований. Сегодняшнее мероприятие просто лишний раз им напомнит и даст возможность вспомнить правила дорожного движения по осуществлению пассажирских перевозок. И самое главное, я думаю, и не только знать правила дорожного движения, ну и, наверное, исполнять их при перевозке пассажирских перевозок, чтобы обезопасить поездку, обезопасить наших пассажиров в пути следования на наших маршрутах. Изучить 2 языка, развить внимание, улучшить память – все это теперь возможно с обновленным приложением «Родной язык». Это вторая по счету презентация детской развивающей программы. Сегодня ее создатели продемонстрировали 4 и 5 уровни обучающей игры. Приложение рассчитано на детей от 3 до 6 лет. В дальнейшем планируется разработка программы для младших школьников. Как считают авторы, игровая форма приложения – один из самых эффективных способов обучения малышей. Пройти онлайн все этапы обновленной программы «Родной язык» можно на сайте nauka15.ru или же скачать на мобильное устройство с Google Play. Мы смогли доделать еще 2 дополнительных уровня, которые позволяют
другие механизмы запоминания задействовать для того, чтобы ребенок более полно запоминал. И способность к систематизации, вот особенно 5-й уровень. Ну, в принципе, вы посмотрите, это будет понятно.